Слово для выступления предоставляется представителю Джорджа Шарспекову. Пожалуйста. Так, возражение на ходатайство обращающей стороны гражданина Тахтаматова Марата о признании пункта 4 части 2 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. Названный закон был принят постановлением Джорджа Кыргызской Республики 19 июня 2014 года номером 4196 5 созыва и был подписан президентом Кыргызской Республики 14 июля 2014 года номером 135. Опубликован в газете «Эркинтон» от 22 июля 2014 года номером 57 и вступил в силу официального опубликования. 14 июля 2014 года был включен в Государственный реестр нормативно-правовых актов. Ходатайство Тахтаматова о признании пункта 4 части 2 статьи 19 обозначенного закона неконституционным противоречием нормам Конституции Кыргызской Республики подлежит оставлению без удовлетворения по следующим основаниям. Первое — это пункт 4 части 2 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре и адвокатской деятельности устанавливает, что лицензию не могут получить лица, ранее лишенные лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, что, по мнению обращающей стороны, ограничивает право гражданина на ранее лишенного лицензии на право занятия адвокатской деятельности и повторное получение лицензии для занятия адвокатской деятельности. Однако обращающая сторона не указывает, в каких случаях производится лишение права на занятие адвокатской деятельности. Так, в соответствии с частью 4 статьи 22 обозначенного закона, лишение лицензии на право занятия адвокатской деятельности производится в следующих случаях: вступление в законную силу обвинительным приговором в отношении адвоката, повторное нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката, неповышение квалификации в соответствии с нормами названного закона, либо уставом адвокатуры, с исключением случаев приостановления действия лицензии, указано в части 2 названной статьи, и нарушение адвокатом норм названного закона. Указанные условия на лишение лицензии на право занятия адвокатской деятельности являются существенными, и ограничения на получение лицензии лицу, ранее лишенному лицензии на право занятия адвокатской деятельности, предусмотренные пунктом 4 части 2 статьи 19 обозначенного закона, не противоречит Конституции. Второе. Предусмотрены в ходатайстве доводы в противоречии пунктов 3, 4 и 5 части 2 статьи 19, статьи 16 Конституции Кыргызской Республики являются необоснованным, так как вышеуказанные пункты закона не дискриминируют по полу, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств, и лишение указанные лишь указывает ограничения на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Третье. Предусмотрены в ходатайстве доводы о противоречии пункта 4 части 2 статьи 19 обозначенного закона статья 18 Конституции Кыргызской Республики является необоснованным, так как не запрещает каждому осуществлять любые действия и деятельность, кроме запрещающих Конституции и законом. Четвертое. Предусмотрены в ходатайстве доводы о противоречии пункта 4 части 2 статьи 19 обозначенного закона статьи 20 Конституции Кыргызской Республики является необоснованным, так как не отменяет, не умаляет право свободы человека и гражданина, а нормам Конституции указано в ходатайстве о том, что права свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Соответствует пункту 4 части 2 статьи 19 обозначенного закона.
Так как данный пункт ограничивает право на получение лицензии в целях защиты прав свобод других лиц, предусмотренных Конституцией Кыргызской Республики, поскольку в соответствии с статьей 16 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре, адвокат в своей деятельности установлено, что адвокатская деятельность Кыргызской Республики является квалифицированной юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицам, получившим лицензию на право занятия адвокатской деятельностью, установленным названным законом, физическим и юридическим лицам, государственным органам, органам местного самоуправления и подзащитным в целях защиты и обеспечения прав и свобод, законных интересов, а также доступа к правосудию. Пятое. Предусмотрено в ходатайстве доводы о противоречии пункта 4 части 2 статьи 19 обозначенного закона пунктом 2 и 3 статьи 42 Конституции Республики является необоснованным, так как не ограничивает права на экономическую свободу, свободное использование своих способностей и своего имущества для экономической деятельности, не запрещенного законом, не ограничивает права на свободу труда, распоряжаться своим способностям к труду, на выбор профессии, рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на получение оплаты труда не ниже установленного законом прожиточного минимума. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 32, часть 4 Конституционного закона о конституционных актах Верховного суда Кыргызской Республики, без удовлетворения. У вас все, да?